окончании исторического факультета, не университет, тогда был педагогическим институтом, я начал работать научным сотрудником в Госмузее Южной Осетии. И через год нас послали на курсы усовершенствования при Московском историческом музее. В свободное время я посещал военно-исторический архив Советской армии, потому что давно меня интересовала одна тема участия осетин в русско-турецкой войне. Много я слышал об их подвигах. В общем, в течение месяца много раз я ходил туда. Об этой войне русско-турецкой было издано 99 большущих томов книг, вся история его. И оттуда я извлек материал, около 2 печатных страниц, какое участие осетины приняли вот в этой русско-турецкой войне. Впоследствии они были опубликованы в истории Осетии, в материалах и документах во 2-м выпуске. Впоследствии при выборе профессии для будущей работы я избрал этнографию, но тем не менее к военной истории нашего народа у меня сохранился интерес. Добрый день, дорогие студенты. Вашему вниманию хочу предложить тему осетины в военной истории России. К этой лекции я хочу преподносить слова командира Терского кубанского казачьего полка, начальника штаба войск гвардии и Петроградского военного округа России с 1867 по 1877 годы, хорошо знавших тогда уже служаков осетин. Ему принадлежит граф Шувалов Павел Андреевич. Ему принадлежат такие слова. Осетины составляли украшение любого полка. За ними была осмысленная удаль, знание русского языка, строгое соблюдение дисциплины и беззаветная храбрость. Так характеризовали участие осетин такие высшие военные чины в России. Кавказские отношения фактически начинаются после 16 столетия, после окончания татаро-монгольских войн, в особенности после Куликовской битвы. Уже постепенно начало собираться русское централизованное государство, и уже с 16 столетия Россия уже стала интересоваться и Кавказом. И вот потому истоки русско-кавказских взаимоотношений восходят именно к 16 столетию, ко времени основания так называемого Терского казачьего войска, когда беглые люди спускались по Волге к Каспийским берегам и к Тереку. В царствовании Петра здесь было образовано войско, получившее со временем название Гребенское Терское войско. В 1820 году к Терскому войску присоединились именно моздокские хопперские полки, да, и составили особую такую соединение, группу линейных казаков. С них и началась история осетинского казачества. Активное участие в казаческом движении приняла та группа осетин, которая в свое время, еще в конце 18 столетия, переселилась в Моздок. Ну, о моздокских казаках мы еще поговорим немного дальше. И вот с них, с 1820 года, можете запомнить, начинается вот эта самая история осетинского казачества. Осетины-казаки служили и в Горском, Моздокском, Владикавказском и других казачьих полках. Вот в формировании именно осетинского казачества самое активное участие приняло две станицы моздокские, Черноярская и Новоосетинская. В разное время, но всегда честно они служили царю целыми фамилиями моздокских осетин, моздокских казаков. И вот это Борис Александрович Калаев, наш знаменитый музыкант, тоже был из моздокских осетин, его родители. Очень много. В общем, моздокские осетины очень сильно прославили своей службой именно в казачестве. В 1811 году был создан императорский конвой, просуществовавший до 1911 года. 100 лет существовал этот императорский конвой. Это конвой его императорского величества не ограничивалась его служба лишь несением караульной службы и охраны царской семьи, царей и их семей. Конвоиры принимали участие в войнах России. Разновременно в собственном его императорском величестве конвое офицерами служили будущие генералы осетины, такие как Игнатий Туганов, Мусот Захохов, Магомед Тембулат Иналдударови, Захар Валич, Сузырпо Хоранов, известный этот генерал, Абациев, Татаунов и другие. Вот свою службу
будущие генералы, которые прославились именно своими подвигами, своими военными делами, именно свою службу начали в императорском конвое. Командование их охотно брало на службу. Смелость и храбрость в сочетании с высокой организованностью и дисциплиной снискали восхищение, уважение не только императора, но и всех причастных к службе конвоя людей. О высоком авторитете, коим пользовались осетины, служивших в конвое, свидетельствуют личные отношения именно к ним со стороны царя и его семьи. Один корреспондент оставил следующее описание, по которому можно судить на самом деле отношение царской власти и самого царя именно к служилым осетинам. В 1912-13 году в Россию приехал премьер-министр Франции Пуанкаре. Ему должны были организовать высокие почести, вывели все эти воинские формирования и так далее, кто маршировку, кто и так далее. И вот в течение большого времени они маршировали и показывали ему свою доблесть. В общем, как сейчас встречают руководителей государства, вот так же эта традиция сложилась еще не в наше время, а имеет исторические корни. Знойный день, люди устали от всего, и потом, говорит, я уже цитирую этого журналиста, потом эти самые служилые казаки подошли к Севоеву, Севоев был такой осетин, служащий и так далее, и сказали ему: Петр, скажи, шепни государю, пора заканчивать. Нет уже сил, люди устали от этой самой летней жаревой токи. Никто не смел это предложить императору, но все знали, что Соев это может. Да, Соев мог многое, потому что, будучи командиром полуэскадрона конвоя, пользовался безграничным доверием и любовью Николая II. Здорово Соев обращался к нему император перед строем, с безупречной выправкой, красивый весельчак, с блестящий танцор. Он не однажды, по желанию царя, начинал прием гостей с осетинского танца симт, выходил в круг с первой парой со знаменитой красавицей Верой Кужевой, женой войсковой старшины Тимура Саулаева. Это тоже осетинский служака. Ну вот это один из примеров, как себя вели и те, которые уже служили в российской армии. В истории осетинского народа с конца XVIII века совершается поворот большого исторического значения – присоединение Осетии к России. С этого времени Осетия вошла в состав России, и дальнейшая ее судьба была тесно связана с историей русского народа. Одним из проявлений именно начавшихся дружественных отношений русского и осетинского народа стала совместная борьба против врага. Служба осетин начинается с начала XI века. Осетины оказались задействованы во всех военных предприятиях России, обратите внимание, защищая ее от врагов и внутренних, и внешних, служа не за страх, а за совесть своей новой родине. Осетины участвовали в войнах России и с Турцией, и с Ираном, и со Швецией. Важно отметить и следующее, что в 1805 году уже горцы Кавказа получили право учиться и в военных учебных заведениях. И вот первые, кто поступил в это учреждение, одним из первых были 10 осетин высших офицеров, которые впоследствии стали очень большими военачальниками. Народы Кавказа, в том числе и осетины, приняли активное участие в Отечественной войне 1812 года. Сохранилась архивная запись, по которой в марте 1812 года из Южной Осетии было отдано в солдаты 218 человек. Осетины были активны и в Крымской войне 1853 по 1956 годы. Сражались они и под Севастополем. Крымская война проходила на нескольких фронтах. Сражались они под Севастополем, Крыму, на берегах Балтийского моря, как и в составе Терского казачьего войска, так и отдельными соединениями и так далее военно-осетинского округа. В общем, приняли они самое активное участие. Судя по архивным данным, за подвиги в память войны 1853 по 1956 год правом ношения бронзовой медали на Георгиевских и Андреевских лентах было удостоено и воины из Осетии, в том числе и прапорщик Леван Хетагуров, отец великого Коста Хетагурова, ротмистр Иван Гурджибеков, там Шемахов, Туганов, почетный старшина Тегал, Ревазов и так далее. Я не буду перечислять их фамилии до конца. В войне осетины приняли участие на Кавказском фронте.
С лучшей стороны показали себя грузинская, так называемая грузинская конная дружина, которая была удостоена Георгиевского знамени. Они получили его за храбрость, проявленную в Чолокском сражении, так известное Чолокское сражение на Кавказе. В составе этой дружины сражались 3 сотни осетинской конной милиции, 3 сотни. Многие из которых, там Парсас Анакоев, Леван Цховребов, Михаил Шавлохов, Малхас Хитагуров, Парсат Умаев и другие были удостоены болевых наград. Храбро сражались в Крымской войне, а затем и русско-турецкой войне, и удостоились множества военных наград урядник земского стража Галийского уезда Яссегда Газаев. Он был самым именитым из всех представителей осетинских воинов, которые именно удостоился наивысших и наибольших наград, так сказать, Яссег Гасеев. И вот в этой связи я хочу вам сказать о том, что когда Чурокская битва закончилась победой, то грузинская конная дружина, в том числе и сотни осетин, которые участвовали в нем, были приглашены в Тбилиси, чтобы просто оказать им большие почести, поздравить их с этой большой победой. И вот в этой книге периодический печат Кавказа об осетинах, вы знаете, их 7 книг, сборник материалов, именно все, что писали дореволюционная пресса об осетинах с 1830 года по 17 год, уместилось в этих 7 книгах. Вот в 6-й книге есть такой материал. Праздник в Тифлисе в честь охотников конной грузинской дружины. В общем, Тифлисское городское общество дало обед в честь участвующих в Чолокской битве против турок, охотников. Да. И вот накануне туда прибыли именно вот эти воины. После устроили им, конечно, банкет, пир и так далее. После пира начались пляски, я цитирую дальше, в которых приняли участие охотники из осетин. Корреспондент пишет: лихие и развеселившиеся плясуны выходили поодиночке на площадку перед палатой и с особенным воодушевлением плясали, каждый свой национальный танец при одобрении хлопаний в ладоши всех зрителей. Но вот в стороне осетинской сотни образовался какой-то хоровод. Осетинские плясуны со своими красноверхими шапками стали в кружок, схватились руками и начали медленно кружиться в такт собственной песни. Ко всеобщему изумлению на плечах этих молодцов утвердился другой этаж хоровода, двухэтажный симт. Люди стояли и плясали на плечах у людей. Зрелище было поистине удивительное и редкое. Для такого осетинского хоровода нужна была акробатическая сила и ловкость, и между тем все эти проделывали отнюдь не акробаты, одаренные от природы изумительной ловкостью полудикие стены Кавказских гор. Вот так отреагировали на Чолокское сражение именно в Тбилиси. Это вам уже первая половина 19 столетия. Наиболее крупные события, наиболее активное участие осетины принимают в войнах России уже начиная со второй половины 19 столетия. В 1860 году из осетин и других народов Терской области был организован конно и регулярный полк под командованием Дударова. В осетинской сотне этого полка служили немало отважных офицеров и солдат. За полстолетия службы в рядах русских войск осетины показали себя с самой лучшей стороны. Сказанное подтверждает и слова наместника Кавказа, великого князя Михаила Николаевича. Вот что он, обращенный к народам веренному краю, он говорит следующее, обращаясь к осетинам. Ваша преданность осетине России уже столько раз была доказана вами, что никто в ней не сомневается. Это второе лицо в государстве после самого государя. Особенная удаль и храбрость осетины показали в войнах России. Самым характерным в этом отношении является, с чего я начал свою лекцию, участие осетин в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Между прочим, вот таких войн России с Турцией, России с Персией было многочисленное количество. Но среди этих войн особое значение имеет вот эта русско-турецкая война 1977-1978 годов. Не только из-за своей военной победы, но и в политическом во всех отношениях.
Великий русский писатель Салтыков-Щедрин, мудрость, высказывание которую сегодня высвечивает главное в человеческих отношениях, государственных деяниях, писал следующее. «Остается небезрассудным и неизменным это жажда подвига. В этой жажде трепещет живое человеческое сердце, скрывается пытливый и никогда не успокаивающий человеческий разум». Каждый именно внутри себя является каким-то героем, каждый хочет именно блеснуть, это показать себя. Эти слова писателя с необыкновенной точностью характеризуют наиболее типичную черту сынов осетинского народа, их массовый героизм, чему, еще раз повторяю, примером может служить именно русско-турецкая война 1877-78 годах. Говоря о русско-турецкой войне, нельзя не подчеркнуть ее особенность и значимость военной истории России. С полным основанием можно утверждать, что русско-турецкая война является продолжением революционной борьбы славянских народов и прежде всего болгарского народа. В истории России и Европы военный конфликт 1977-1978 годов по своим объективным последствиям занимал особое место еще и потому, что победа России в войне оказала огромное влияние на исторические судьбы народов Балканского полуострова. Я подчеркиваю эти слова. Обеспечив освобождение этих народов от турецкого господства, положив начало самостоятельному государственному существованию Болгарии, Сербии, Румынии и Черногории. Вот каково значение вот этой русско-турецкой войны и победы русского оружия вот в этой войне. Надо ли говорить о том, что атмосфера, царившая в России, не могла оставить равнодушным и бесстрастным свободолюбивых, смелых и отважных сынов горцев, в частности осетинского народа? Когда весть о войне дошла до слуха горцев, осетины немедленно заявили о своей готовности оказать посильную помощь и выставив на свои средства дивизион охотников. Каждый, кто собирался на эту войну, он должен был на своем собственном коне, со своим оружием, вот так служить именно России. В благодарном порыве души, с лихорадочной поспешностью и старый и млад торопились не упустить возможности попасть в строй формирующегося полка. В те далекие времена многие горцы предпочитали другим занятиям военную службу, видя в этом не только свое рыцарское настоящее, но и связывая с ней надежды на лучшее будущее. На самом деле, вот в этих книгах, в других томах имеется описание, как они рвались на эту войну, на военную службу, просто иногда, когда я считаю, голос дымом становится. Когда, допустим, в селение пришло, что из этого селения надо набрать только 5 человек, а из явивших желание 15. Иногда их выбирали по жребию. То выигрывали эти жребии и так далее, подпрыгивались до потолка. Это была большая радость для каждого из них. Вот с таким рвением они шли на эту войну. И вот обратите внимание, в тот период, 70-е годы, 80-е годы, 19 столетия, Осетия входила в состав России, и каждый житель, видимо, хотел показать не только свою доблесть, но, видимо, военная карьера, если выжить и так далее, давала больше возможностей для дальнейшего развития, для обеспечения своих жизненных интересов. Не надо просто даже рассказывать об их подвигах, подробности. Достаточно познакомиться, как отзывались военные руководители этой кампании именно о подвигах, о действиях именно осетинского дивизиона. В основном основная группа осетин вошла в осетинский дивизион Кавказской казачьей бригады. И руководили этой бригадой не полковник, потом ставший генералом, и это Туталмин. Он потом написал 2 книги, и вот в этих своих книгах подробно описал о своих военных действиях и так далее, как сражались осетины, как они себя вели. На этом фронте, где воевали осетины, вместе с ними оказался и известный художник Верещагин. Вот они оставили какие-то свои записи, с которыми я хочу познакомить, и вы можете себе составить общее впечатление, какую оно славу составили для осетинского народа в целом. Сформировавшийся дивизион вошел в состав Терско-Горского конно-регулярного полка Кавказской казачьей бригады при Дунайской кампании. Во всех оттенках этого полка проявилось строго выдержанное военное щегольство, сухие кровные кони, исправные седла, нарядная сбруя, изящная отделка шашек и кинжалов,
выказывали их любовь к боевой обстановке, писал этот командир Кавказской казачьей бригады генерал Туталмин. Неизменная верность долгу и высокое боевое качество осетин в этой войне по достоинству были оценены и многими другими выдающимися русскими военачальниками. В частности, Гурко и Скобелев его назвали белым генералом, самый очень прославленный русский генерал, сам Туталмин и другие. И хотя в исторической литературе эти высказывания известны, я все-таки процитирую вам еще их несколько раз. Осетины в голове Кавказской бригады первыми вступили в бои за Дунаем. Если им приходилось быть последними, то только при отступлении. Благодарю Бога за то, что ему угодно было сдружить меня с осетинами и под турецкими пулями доставить возможность уважать их храбрые и благородные сердца. Этот народ, то есть осетины, заслуживает из ряда вон выходящей награды за свою безупречную, безграничную любовь, храбрость. С первого шага за Дунай они открыли для Кавказской бригады целый ряд дел с неприятелем, полной безупречной отваги. Они собственной кровью, значительно более других, оросили путь от Дели-Сула через Градешки до самого Самовида и оттуда через Плевну до окопов Ловчи. Вот так писали в своих докладных работах, которые именно непосредственно руководили и командовали осетинским дивизионом. Но среди особо отличившихся были там командир дивизиона, ротмистр Есиев, там сотник Шанаев, корнет Дунаев, подпоручик Дударов и так далее. Одним словом, об участии осетин в русско-турецкой войне можно даже составить специальную лекцию. Настолько этот богатый материал. Но самые опасные участки командование всегда бросал осетинский дивизион. Цитирую опять. Вообще поведение осетинского дивизиона в эту кампанию, то есть в эту русско-турецкую войну, по беспримерному самоотвержению и рыцарской храбрости выше всякой похвалы. Как можно еще лучше сказать? Осетины – прекрасный пример мужественных воинов. Я не нахожу выражений, которые бы мог точно характеризовать достойную их службу. Тоже писал великий князь Михаил Николаевич. Еще одна цитата начальника штаба генерала Скобелева, некий генерал Куропаткин. Не имея под рукой пехотного резерва, генерал Скобелев отдал приказ сотни осетин спешиться и усилить левый фланг цепи стрелков наиболее тесними. Осетины, как всегда, с боевым пылом исполнили возложенные на них поручения, смело двинулись вперед и приостановили временно во много раз сильнейшего противника. Между тем, война продолжалась, рядили и ряды осетинского дивизиона, а слава о героических делах осетин на фронтах дошла до царского двора. Об этом свидетельствует следующее обращение наместника Кавказа, великого князя Михаила Николаевича. Обратите внимание. С разрешения государя прошу тебя выслать по сотне конных человек на пополнение кубанцев и владикавказцев. Осетин пришли сколько можешь. Кавказцы служили великолепно. Побольше присылайте осетин. Осетины так работали, что буду просить им Георгиевское знамя. Великий князь сдержал свое слово в августе 1878 года после окончания этой войны. В войне вот это дивизиону была пожалована высшая награда для воинского подразделения Георгиевской знати с надписью «За отличие в турецкой войне 77-х годов». Я вот здесь вот в этих книгах описывается, как привезли вот нами награду, и в общем было устроено огромное пиршество, на котором присутствовало офицерство, и другие отметили как большой праздник. Вот что говорится в подлинном документе. Божьей милостью мы, Александр II, император и самодержец Всероссийский, царь польский, великий князь Финляндский и прочие, нашему осетинскому дивизиону Терско-Горского конно- и регулярного полка, вознаменование особенного монаршего благоволения нашего за оказание подвиги, мужество и храбрость, проявленные осетинским дивизионом Терско-Горского конно- и регулярного полка в делах с турками в 1877-78 годах, всемилостливейше жалуем дивизиону всему Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну».
повелеваем осветить жалуемое знамя по установлению употреблять на службу нам, Отечеству с верностью и сердцем, российскому воинству свойственным. На подлиннике подпись Александр. Царское село, 8 августа 1878 года. Вот такой след, который был оставлен именно осетинскими воинами на полях русско-турецкой войны. Во второй половине XIX века в Северной Осетии среди слоев интеллигенции значительно превалировали военные. Понимаете, вот военная служба в тот период 19 столетия стала какой-то преобладающей среди осетинского населения. По данным на 1860 год, 289 осетин были офицерами русской армии. Из них по обществам 157 из Тагаури, знаменитое Тагаурское общество, 55 из Дегории, 38 из Куртатинского ущелья и 33 из Алагирского ущелья. Осетины, естественно, принимали участие в русско-японской войне 1904-1905 годов. Из-за неподготовленности России к тяжелыми, порой и трагическими оказались положения тех, кто сражался против Японии в 1904-1905 годах. Тем не менее, они оставили, те, которые не солдаты, не войска были виноваты в том, что Россия проиграла эту войну. Это были тактические и много другого характера ошибок. И тем не менее, они оставили верными присяги и достойно сражались за Родину. Для участия в войне с Японией в марте 1904 года была сформирована новая Кавказская конная бригада. В театре военных действий появились новая конница и регулярные войска. Их не было тогда на Дальнем Востоке и регулярных войск. Всколыхнулся Кавказ, я цитирую один источник. С каждым днем все прибывают всадники в громадных попахах и с тонкими, как у женщин, талиями, в ловком охвате желтых, черных и коричневых черкесок. Это джигиты с темными продолговатыми глазами и с нездешней гортанной речью, вооруженные до зубов в буквальном смысле этого слова, ибо кидаются в атаку с кинжалами в зубах, привезли с собой оттуда из кавказских виден что-то в высшей степени декоративное и вместе с тем фантастически воинственное, демонстрируя чудеса легендарной отваги и дерзости. Вот так характеризовали именно воинов из Кавказа эти источники тех времен. Осетины, служившие на Дальнем Востоке, основали 2 кавказские сотни, которыми командовал некий полковник Мондритов. И с присущей ему храбростью сражались и на Корейском, и на Маньчжурских фронтах. На 2 фронтах происходили военные действия. В документах войны перечислили немало эпизодов сражений, в которых отличились храбростью и преданностью отчизне на представителей осетинского народа. Вот в этих источниках в литературе очень много написано об этом, имеется о том, что о подвигах осетин вот этой Балкане. Ну, просто для того, чтобы вы имели представление, опять-таки сошлемся на один пример. Был некий служака Бицкот Торчинов, который именно был личным адъютантом главнокомандующего русскими войсками, личным адъютантом. И вот рассказывает, пишет военный корреспондент, что когда 18 августа жестокий бой кипел на правом фланге нашей позиции, да, главнокомандующий поехал вперед в деревню Мастун, оттуда непрерывно трещали выстрелы. Понимаете, он перешел на опасный участок. Вдруг как из-под земли вырастает перед ним Торчинов. Гибкий и ловкий, он живо спрыгнул со своего коня, схватил лошадь главнокомандующего за повод. «Не пущу», категорически заявил он, и его глаза всегда добрые, засверкали сердитым огнем. Представляете интерес диалог, последовавший между главнокомандующим и самим Торчиновым, да, который свидетельствовал о таких высоконравственных качествах этого осетинского солдата, воина Торчинова, как огромное чувство ответственности, бесконечной преданности долгу, смелости и доброты. На решительное заявление Торчинова «не пущу» главнокомандующий строго заметил: «Ты с ума сошел, Торчинов?» Однако Торчинов был неумолим, и тогда главнокомандующий решил нанести своему адъютанту самую тяжелую обиду,
сказав: «Ты испортился, трусишь». «Нет, я не трус», — воскликнул Бицко. «Пошли одного, пойду куда хочешь, а тебя не пущу под пули. Ты нужен России». Вот так писали «Биржевые ведомости», известная российская газета, в 1905 году. Пренебрежение к собственной жизни, непреодолимое желание защитить интересы России, отстоять его честь, сохранить для России умелого воина, полководца, были святым для себя, но и для любого другого защитника Отечества. И дальше корреспондент пишет: ему ничего не нужно, ни чинов, ни наград, ни орденов. Он живет славой и подвигами армии, которую он отдал и тело свое, и душу. И потому к своим победам и подвигам он относился как к чему-то совершенно закономерному, поражая всех своей скромностью. О героизме и бесстрашии Турчинова, о его непредсказуемости в принятии решений ходили легенды. Естественным участникам событий русско-японской войны хотелось встретиться с Турчиновым и услышать от него самого. Но он воевал немного лучше, чем говорил. Георгиевский крест он еще имел от русско-турецкой войны, в которой он принимал участие, и сейчас, естественно, его не оставили без внимания. И конец этой корреспонденции. Талия у него стянутая поверх черкески тонким кавказским ремешком, как у девушки. Такая тонкая, изящная. Лицо совсем молодое. Целенаправленность в действиях, беспредельная смелость и находчивость, подлинная бескорыстие и огромная любовь к России – все это создает образ цельной, внутренне богатой личности, для которой превыше всего была Родина. Он был лучшим представителем рыцарского племени осетин, заключает военный корреспондент. Вот эти люди и составляли военную славу осетин во всех этих военных операциях. На фронтах русско-японской войны храбро сражались и другие посланцы Осетии. В частности, вы должны знать, что был очень известный осетинский писатель Блашка Гурджибеков. Он был как раз участником этой войны, и там же и погиб. Оттуда ее тело привезли и похоронили во Владикавказе. И, наконец, Первая мировая война. В 1914 году грянула Первая мировая война. Мы не будем рассказывать о его причинах. Театр военных действий охватил огромную территорию. И на всех фронтах, стужи и зной, в горах и на равнине, в лесах и болотах храбро сражались синие Осетии. В войне принимали участие сотни осетин как из севера, так и из юга Осетии. Многие участники войны получили боевую закалку в предшествующих войнах России, и уже получив такую закалку, они уже сражались более уверенно. Достаточно сказать об отряде капитана Львова, сражалось более 800 осетин. Одним словом, осетины приняли самое активное участие в этой войне. Но были своеобразные обращения. Граждане России наши и так далее. Эту войну они преподнесли как это освободительную и так далее. И призывали народ поддержать своего монарха и так далее. В Северной Осетии на митинге выступил мэр города известный наш просветитель Гапо Баев, и он тоже призывал осетин именно принять активное участие в этой военной кампании. Очень большая литература существует, как мобилизовали народ вот в эту войну. В этой войне осетины служили в 6 полках дикой дивизии, и при этом показали себя, еще раз повторяю, самой лучшей стороне. На полях империалистической войны воевал и осетинский дивизион, это уже новый состав осетинского дивизиона, который зарекомендовал себя как отличное боевое соединение. Но это был осетинский дивизион и военные традиции и так далее. В этом дивизионе все больше и продолжались. И с таким же этим воевали и на полях Первой мировой войны. У известного, знаменитого нашего художника Махарбека Сафаровича Туханова, он был не только выдающимся художником, непревзойденным художником, но и был этнографом, публицистом, откликался именно на все события, которые происходили вокруг него в том мире. И вот он рассказал о следующем любопытном случае в своей статье «Осетины на войне и в тылу», так называется его статья, вышедшая в 1916 году. И вот он рассказал следующий любопытный случай, который произошел в ходе боевых действий. В
Возникла ситуация, когда дивизион оказался в окружении превосходящих сил противника. А противником были австрийцы, это был Австро-Венгерский фронт. Казалось, выхода больше не было, как только сдаваться. Но, видимо, чего, видимо, ожидали неприятель, который именно осыпал Осетин градом пуль. Но осетины твердо помнили заветы отцов. Не сдаваться с оружием в руках. Без оружия можно сдаться, это не стыдно. А иметь оружие, так сдаваться противнику, это стыдно, позор. Позор. И это каждый из этих воинов хорошо понимал. Да. И это было бы позором для всего остального рода. И что они предприняли? Они запели старинную боевую песню, я цитирую Туганова, которую поют в предсмертный час жестокого боя «Канасарибар Канамалят». И во главе со своим офицером, тоже осетином, бросились на врага, смяли его и прорвались своим. И хотя это рискованный шаг стоил жизни многим из них, они все же избежали главного позора. Вместо того, чтобы сдаваться, они все-таки вот это достигли своего. Хотел бы просто закончить тем, что история службы осетин по знаменем России насчитывает столько героев, подвиги которых достойны удивления потомков, что рассказ о них занял бы еще множество томов. Ограничимся только одними цифрами. Только в XIX веке, с 1803 по 1889 год, в 18 войнах русской армии, 18 войн состояла Россия с другими странами армии, она провела 1453 сражения, из которых в 1170 были победоносными, а в маленькой Осетии в конце XIX века на 130 тысяч жителей приходилось 2580 офицеров. На 130 тысяч жителей Осетии приходилось 2580 офицеров. Из двух станиц, Новоосетинская и Черноярская, о которых я вам говорил, они показали себя с самой лучшей стороны. Тоже очень такая характерная цифра. Да, из этих двух станиц вышло 12 генералов, 29 полковников и 300 георгиевских кавалеров. Можете себе представить? Из двух осетинских станиц. Вот такое количество героев. Естественно, что военная слава России складывалась деяниями осетинских ратников, в том числе, которые не только были знаменитые генералы. Славу приносили не только генералы, полковники, которые получили, но и рядовые войны. Но хотя не все достигли офицерских чинов и так далее, но ни один из этих войн фактически не возвращался без военных наград. Сопоставляя эти цифры и факты, понимаешь уникальность этого явления. А причина была в чем? Вера в Россию, преданность ей, слава, достоинство, честь. Об этом и убедительно свидетельствует высказывание еще наместника Кавказа великого князя Михаила Николаевича, еще одно высказывание. Обращаясь к народу, веренному ему краю, он говорит: «Ваша преданность Осетии России уже столько раз была доказана, что никто в этом не сомневается». Вот в этих словах, по-моему, сказано все. Эти слова были сказаны в 1865 году. А после этого уже была русско-турецкая война, участие русско-японской в Первой мировой войне и так далее. Об ощутимом вкладе осетинского народа в войнах России начала 20-го столетия, проявленное мужество и храбрость, военной выучки свидетельствуют и другие данные. В русско-японской и Первой мировой войнах, только в этих двух войнах 42 осетина стали польными кавалерами Георгиевского креста. 33 стали кавалерами Георгиевского креста разной степени. 52 уроженца стали генералами российской армии. Такого количества генералов именно на Северном Кавказе ни один другой представитель народа не дал. На фронтах Первой мировой войны было очень много отличившихся славы и так далее. Очень большая литература существует об одном молодом человеке. Всего было по фамилии Джикаев, ему было всего 22 года и стал героем войны, одним из самых именно полных георгиевских кавалеров. 22 года этот молодой человек получил 4 георгиевских креста за свои военные успехи.
И таких примеров больше, чем достаточно. В годы Великой Отечественной войны ту же российскую государственность, но уже под другим названием Советский Союз, осетины защищали так же, как свою большую родину, показав тоже образцы беспримерного мужества и героизма. Так срослись два народа, русский и осетинский, которые скрепили братские отношения на полях сражений, как единое целое с общими интересами и общей биографией. Вместе с другими народами Осетии с оружием в руках стояли на страже интересов российской государственности, и царской России, и советского периода, защищали его с честью, тем самым внесли свою кровную лепту в укрепление российской государственности. На этом разрешите завершить нашу лекцию.